Витаю вас, друзья! Вчера поступила трагическая новость. Вероломно в спину был застрелен украинский патриот Андрей Порубия. Политический деятель, человек, который историк, человек, который посвятил всю свою жизнь Украине и украинству. Когда Путин начинал войну против Украины, одной из задач, которые он перед собой ставил и перед своей банд-армией, была денацификация Украины. То есть обрусение Украины, лишение всего украинства. И самый главный враг для России – это украинство. В связи с этим я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким, всем сторонникам Андрея Порубия, всей Украине. А также хочу провести свое небольшое расследование и нести свой вклад в это дело для установления истины и победы Украины над оккупантом и интервентом. Я проведу параллели с чеченскими событиями, а также с тем опытом, который у нас имеется, и у меня лично, как у правозащитника и адвоката, и чеченца, который все это пережил и видел своими глазами. Убийство Андрея Порубия, провокация ФСБ против Украины, дежавю чеченской борьбы. Этот текст будет потом опубликован под видео с ссылками. Я прошу довести эту информацию до Министерства внутренних дел Украины и Генеральной прокуратуры Украины. И максимально распространить, чтобы украинцы знали, что их ждет и что их может ждать. Провокация ФСБ против Украины, дежавю чеченской борьбы. Первое. Неудачный теракт ФСБ в Москве в центральном детском магазине ЦДМ в День независимости Украины. 24 августа 2025 года в Москве в центральном детском магазине произошел взрыв. В результате пострадал ФСБшный террорист Алексей Титов. Теракт, проведенный именно в День независимости Украины, выглядел как провалившаяся попытка намека на связь с Украиной. Показательно и то, что взрыв в ЦДМ российские пропагандисты начали называть хлопком и инцидентом, хотя некоторые вбросы указывали якобы на возможное нападение на самого террориста Титова по аналогии с инцидентом с Зауром Гурциевым, которого взорвал человек, подошедший к нему якобы с микрофоном. При этом повсеместно начали подчистку информации о самом взрыве. Второе. Расстрел в католической школе в Миннеаполисе. 27 августа 2025 года в католической школе в Миннеаполисе, США, произошла стрельба. В результате атаки погибли 2 ребенка и 18 человек получили ранения, включая 15 детей в возрасте от 6 до 15 лет и 3 пожилых прихожан старше 80 лет. По данным полиции, все раненые выжили, хотя некоторые получили тяжелые травмы. Нападавший Робин Уитцман покончил с собой. На оружии и магазинах для патронов были обнаружены надписи на кириллице. Среди них встречались фразы «За детей», «Убить Дональда Трампа», а также антисемитские, антиизраильские лозунги. Некоторые источники отмечают, что часть надписей выглядела странно и не полностью соответствовала нормам русского языка, что вызвало предположение о возможном использовании украинского языка или имитации украинского письма. Миннеаполис известен своей крупной украинской диаспорой, одной из крупнейших в США, насчитывающей десятки тысяч человек, что делает город важным центром украинской культуры. Однако ни полиция, ни ФБР не установили связи между действиями Уитмана и украинской общиной. ФБР пока не предоставило комментариев. В то же время российский телеграм-канал «Радио Спутник» связал найденные надписи с украинским языком и сделал отсылки к стрельбе в Керченском
Политехническом колледже в 2018 году, утверждая, что Уйцман якобы вдохновлялся этим нападением. Окончательный лингвистический анализ и мотивы преступления остаются предметом расследования ФБР. Стрелок из Миннеаполиса также многократно писал на своем оружии слово «ненависть». Это, вероятно, является отсылкой к футболке, в которой находился стрелок из Керченского колледжа во время нападения в 2018 году. Кроме того, на оружии Уйцмана обнаружен символ, связанный со стрелком на параде в Хайленд-парк, США в 2022 году. Ссылки все имеются, друзья. Под видео, как я сказал, будет размещен этот текст. Такие же намеки ранее делались и на чеченское сопротивление после теракта 15 апреля 2013 года в Бостоне, совершенного братьями Тамерланом и Джохаром Царнаевыми. Тогда была распространена версия о мести за убийство президента Джохара Дудаева. Дудаев был убит российскими спецслужбами 21 апреля 1996 года во время визита президента США Билла Клинтона в Россию по вопросам денуклеаризации, то есть ядерного разоружения. Как раз сейчас Россия предложила Трампу тему про денуклеаризацию. Это, наверное, самая важная тема для США. За год до бостонского теракта на античеченском сайте «Кавказ-центр» вышла абсолютно бездоказательная статья, обвинявшая США в причастности к убийству Дудаева. Так же, как после встречи Трампа с Путиным на Аляске, в сети появились вбросы о недовольстве украинских пользователей действиями Дональда Трампа. Укреплялся нарратив о том, что якобы украинцы недовольны Трампом. Аналогичный нарратив недовольства и подозрительности был внедрен и в чеченском обществе в отношении Билла Клинтона. В своих стримах неоднократно указывал призывал я украинцев прекратить критику Дональда Трампа, указывая на эту аналогию. Убийство Андрея Порубия, третье, во Львове, убийство Андрея Порубия. 30 августа 2025 года во Львове был убит Андрей Порубий, политик, который на протяжении 3 десятилетий связывал уличные национальные сети с государственными институтами. Это убийство может иметь не только характер устранения противника, но и использоваться для дискредитации украинских националистов, их вытеснения из власти и стравливания внутри украинского общества. Интервалы между событиями составляют по 3 дня, как и в случае со взрывами жилых домов в России в 1999 году, после которых обвинение было возложено на чеченцев, что послужило предлогом для начала второй широкомасштабной военной агрессии против Чеченской Республики Ичкерия. Практика повторения терактов через 3-4 дня вероятно применяется для закрепления информации в общественном сознании. Подобная схема прослеживается и в других операциях российских спецслужб. Указывая на этот временной интервал в своем стриме, я прошу прощения за цитату самого себя, которая будет: на следующий день после атаки в Миннеаполисе 28 августа, сопоставляя временной промежуток между самоподрывом Титова в Москве и нападением в США, также предупреждал, что через 3 дня может произойти новое событие. Интервал по времени, по аналогии со взрывами домов в России, за которыми стояла ФСБ и лично Николай Патрушев. В стриме от 28 августа на 7 минуте 24 секунде я говорю: дело в том, что когда производятся взрывы российскими террористами, они чаще всего происходят с интервалом 3-4 дня. Это маленькое совпадение, возможно случайное. Но с того момента, 24 августа, со дня независимости Украины, произошло как раз 3 дня. День независимости Украины — это так как раз указывает на украинский след. Вот этот взрыв должен был указывать, но на стороне Украины Бог,
И поэтому этот террористический акт не был осуществлен, а террорист сам погиб, ну или получил тяжелые ранения. Стрим называется «Охота ФСБ на детей от Москвы до Миннеаполиса. Звенья одной цепи. Вопросительный знак. Лайв. 28 августа 2025 года». Тогда я еще ставил вопросительный знак. А после неудавшегося теракта в ЦДМ неоднократно в обоих стримах предупреждал о вероятной провокации против украинских националистов. Главными врагами в глазах мировой общественности могут быть выставлены именно они. В связке с исламскими радикалами, которые давно запатентованы как зло в западном медиадискурсе. ФСБ взрывает детский магазин, неудачный теракт на Лубянке, который скрывают. Лайв от 27 августа 2025 года. Стоит отметить, что оба стрима подверглись DOS-атакам и набрали аномально мало просмотров. Если обычно аудитория достигает 100 тысяч, то первый 27 августа из стримов собрал лишь 2000 просмотров. А второй 28 августа 14 тысяч просмотров. В своих выступлениях я подчеркивал необходимость обратить внимание на взрыв в ЦДМ и фигуру Титова. Провалившийся теракт и личность этого исполнителя могут стать ключом к разгадке и, вероятно, могут предотвратить последующие атаки. Подобная ситуация уже происходила после попытки взрыва 5-го дома в Рязани, когда были задержаны сотрудники ФСБ. По фотороботу террорист оказался очень похож на Игоря Гиркина. После этого серии взрывов прекратились, однако ФСБ организовала массированную бомбардировку столицы Ичкерии сразу же после этого своего провала. Ну а затем уже началась широкомасштабная война. Последний массированный обстрел Киева России произошел в ночь с 27 по 28 августа 2025 года. В результате атаки погибло не менее 25 человек, включая 4 детей, и пострадало 63 человека, из них 11 детей. Были повреждены жилые дома, офисы, в том числе здания Британского совета, ЕС, Радио Свобода и Украинская правда, а также другие объекты инфраструктуры. Поисково-спасательные работы продолжались, а 29 августа в Киеве был объявлен днем траура. Оба стрима от 27 и 28 августа, посвященные в первом стриме неудачному теракту в ЦДМ, а второму осуждению обоих терактов и их взаимосвязи, включали многократные упоминания и предупреждения для украинцев о том, что эти события связаны, вероятно, и что атака, вероятнее всего, направлена на украинских националистов. После убийства Порубия сомнения почти исчезли, и мое убеждение в том, что происходит целенаправленная атака на украинских националистов и патриотов, только укрепилось. Таких эпизодов, связанных с попытками дискредитации президента Украины и украинских патриотов, было много. Это только то, что я обратил внимание и успел зафиксировать. В частности, зафиксировал и выложил на своем канале интересный диалог, где Фейгин общается с украинской журналисткой. Этот разговор происходил на фоне событий с пленными азовцами, захваченными в Азовстали и сожженными российскими карателями в тюрьме, где они содержались. Всего погибли несколько десятков человек, и об этом широко говорили в том числе российские спецслужбы. Справка. 29 июля 2022 года в исправительной колонии номер 120 в поселке Еленовка, Волноваский район, временно оккупированная территория Донецкой области. Взрыв в бараке, где содержались украинские военнопленные, в основном бойцы полка Азов, которые были защитниками Мариуполя и Азовстали. По данным разных источников, погибло от 53 до 63 человек. Ранено от 73 до 130. Среди погибших и пострадавших были военнослужащие, сдавшиеся после осады Азовстали в мае 2022 года. В тот момент, когда родственники и соратники азовцев находились в напряженном состоянии, Фейгин и
и украинская журналистка записали видео с намеком на то, что нужно задерживать граждан Украины чеченской национальности якобы для их обмена на азовцев. Сразу я обратил на это внимание. Это была попытка полной дискредитации украинских патриотов из батальона Азов. Но тогда этот эпизод вроде бы замяли. После того, как я это выложил и начал в своих стримах об этом говорить. Вы можете посмотреть это видео, где вот эти два россиянина общаются. Чеченское дежавю называется. Фейгин подстрекает брать в заложники гражданских лиц якобы для обмена на азовцев. Ну, украинская журналистка и Фейгин. Далее. Аналогичная ситуация произошла с убийством Дарьи Дугиной. Бывший депутат и потомственный КГБшник Пономарев, находящийся сейчас в Украине, фактически заявил в беседе с тем же Фейгиным, что ее убили его люди, с которыми он связан, так как президент Владимир Зеленский требует не слов, а дел. Это был прямой намек на то, чтобы связать Зеленского с терроризмом и полностью его дискредитировать. Также выделил этот фрагмент я и выложил на своем канале. Видео называется «Убийство дочери Дугина», операция ФСБ по дискредитации Зеленского, Пономарев террорист, провокатор, восклицательный знак. Отметив, что идет попытка представить Зеленского причастным к террористическим действиям либо военным преступлениям. Именно такими провокациями, которые находили отклик в сердцах людей, чьи родственники и друзья погибли или находились в плену, осуществлялась дискредитация чеченского сопротивления, чеченских патриотов и лично президента Джохара Дудаева. Один из случаев особенно сильно подорвал репутацию чеченского государства. Согласно материалам, связанным с делом Салаудина Тимирбулатова, отбывает пожизненное заключение в российской колонии, все участники и свидетели данного преступления либо погибли, либо получили длительные сроки, за исключением оператора, снимавшего казнь, который на данный момент является членом фейкового правительства Ахмеда Закаева. 11 апреля 1996 года на дороге Атаги-Гойская в Ичкерии была захвачена группа из 4 сильно пьяных российских оккупантов, передвигавшихся на 2 грузовиках. Эта операция была проведена группой бойцов, действовавших под общим руководством или в координации с отрядом, связанным с Ахмедом Закаевым. В 1996 году Закаев был формально командиром для прессы и как бы командовал Урус-Мартановским фронтом. За короткий период своего командования он не добился никаких военных успехов, кроме пленения этих 4 российских солдат, перевозивших на 2 грузовиках боеприпасы. На этих грузовиках находились практически бесполезные для чеченцев трофеи: ракеты к вертолету, которых у нас не было, в Турции и подобное вооружение. После пленения, по распоряжению Закаева, их направили на базу, где находился президентский элитный батальон «Борз», аналогичный Азову, под командованием Руслана Хамзата Гилаева. За несколько дней до этого отряд «Борз» активно участвовал в многодневных боевых операциях, и за день до пленения этих 4 русских у Докки Умарова, также бойца «Борз», будущего президента Чеченской республики Ичкерия, погиб его родной брат и другие их товарищи. Солдаты и бойцы находились в состоянии аффекта, были крайне возбуждены, но фактически отдыхали после операции. Непосредственно Докки Умарова среди них тогда не было. Закаев направил пленных на базу, хотя позже утверждал, что якобы приказал отправить их на другую базу. На этой базе произошел трагический случай. Пленных разместили в охраняемом комнате, и Тимирбулатов, один из участников спецназа «Борз», согласился казнить их. В этот момент появился журналист с камерой и зафиксировал казнь. В 1996 году камеры были редкостью, и наличие видеосъемки было необычным для журналиста. Необычным, как и журналиста на секретной базе. Во время казни присутствовали лишь несколько бойцов из отряда,
и помогавшие им несовершеннолетние пацаны. Когда командир Гилаев узнал об этом, он немедленно прибыл на место, сильно оскорблял подчиненных и назвал их предателями и агентами ФСБ. Кассету с записью казни уничтожили. Но по какой-то случайности копия все же сохранилась и попала к ФСБ. Через несколько недель кассета уже открыто продавалась на рынке в городе Грозном. После этого случая Борис Ельцин, президент России, демонстрировал эту запись на каждой своей встрече с западными политиками. Это нанесло огромный ущерб репутации чеченского государства и лично Джохара Дудаева. Через 10 дней, 21 апреля 1996 года, был убит президент Джохар Дудаев. Вспоминая эту аналогию, сразу понял, о чем говорят Пономарев и Фейгин, обсуждая убийство Дарьи Дугиной. И последнее. Вероятно, украинские патриоты представляют, что Шамиль Басаев, Докко Умаров, Руслан Гилаев и другие наши чеченские генералы и командиры были радикальными исламистами. На самом деле это абсолютно, 100% не так. Это была тщательно спланированная операция по представлению наших командиров и нашего сопротивления как исламистского. Мы тогда этого не понимали. Религиозные фанатики даже не приехали бы в Украину и не стали бы взаимодействовать с людьми другой конфессии. Более того, они даже не признают нас за мусульман и считают нас своими главными врагами, считая нас предателями, то есть умеренных националистов, и патриотов и нерадикалов. Следовательно, победу над Россией в первой широкомасштабной агрессии России против Ичкерии одержали не религиозные фанатики, а именно такие же патриоты и умеренные националисты, какими были Порубий и представители батальона Азов и других движений. Это важно понимать. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 31 августа 2025 года, Германия, город Гамбург.